Десятки жителей Куляба вышли на протест. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Используйте, пожалуйста, VPN при просмотре. Около 100 человек собрались 30 января у здания мэрии Куляба с требованием справедливого расследования гибели местного жителя Абдукахора Розикова. 37-летний Абдукахор Розиков, задержанный сотрудниками местного ОМВД в ночь на 3 января, скончался при невыясненных обстоятельствах. По подозрению в причастности к гибели Розикова были задержаны 3 сотрудников милиции, 2 из них позже были освобождены под подписку о невыезде. Собравшиеся у здания Хукумата города Куляб настаивали на аресте освобожденных ранее милиционеров. Как сообщил Давлат Розиков, брат Абдукахора Розикова, к митингующим вышел председатель города Бахтиер Назарзада. «Мы сказали, что хотим, чтобы дело о гибели Абдукахора расследовали объективно и справедливо. 2 сотрудников милиции освободили. Дело завели только на 3-го. Задержанный милиционер в одиночку не смог бы убить моего брата. Мы поговорили с мэром. Он сказал, что расследование продолжается, пока неизвестно ничего конкретного», добавил Давлат Розиков. Ничего ли вам не напоминает эта ситуация? Кажется, такое уже было в Таджикистане не так давно. Как вы думаете, ситуация может повториться? В Хукумате Куляба подтвердили информацию о митинге местных жителей, но подробностей не сообщили. Попытки поговорить с мэром города не увенчались успехом. Один из близких родственников Абдукахора Розикова сказал, что с митингующими побеседовали также чиновники из местного ОМВД и Кулябского зонального управления ГКНБ Таджикистана. Чиновники запретили фото и видеосъемку. Они сказали, что сами решат этот вопрос. С публикацией видео в интернете ситуация не изменится. Нам заявили, что не надо устраивать митинги. Если возникнут вопросы, достаточно отправить 2-3 представителей, добавил собеседник. Смерть Абдукахора Розикова вызвала протест родственников и знакомых, которые 3 января собрались у здания местного морга. Они отказались забрать тело и потребовали найти и наказать виновных в смерти своего родственника, сотрудников милиции. Тело Абдукахора Розикова родственники забрали из морга и похоронили после того, как комиссия в присутствии мэра Куляба сообщила о задержании и допросе 3 сотрудников милиции. Трагический инцидент с задержанными в отделениях милиции или во время операции не раз становились поводом для критики работы правоохранительных органов и приводили к протестам. После гибели жителя Рошт-Скалинского района Гбау Гулбидина Зиёбекова в ноябре 2021 года в Хороге началась акция протеста, которая продолжалась 4 дня. Протестующие разошлись лишь после того, как власти пообещали расследовать смерть Зиёбекова и не преследовать участников акции протеста. 6 гражданских активистов вошли в следственную группу Генпрокуратуры и военной прокуратуры, которая должна была объективно расследовать ноябрьские события в Хороге. Спустя полгода, 17 мая 2022 года, недовольные ходом расследования событий жители Хорога опять собрались на акции протеста. Власти применили против них спецсредства – резиновые пули и слезоточивый газ. На следующий день МВД Таджикистана заявила, что проводит антитеррористическую операцию. В ходе операции в Рушанском районе были убиты десятки человек, было задержано большое количество участников акции протеста. Многие из них, в том числе гражданские активисты, были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Как вы думаете, после этой ситуации именно это дело расследуют нормально и прислушиваются к жителям, или они не выносят уроки? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.